Нарышкинский стадион сегодня пользовался повышенным и отнюдь не спортивным вниманием. Это место, как одно из центральных и известных в поселке, было выбрано для проведения первого районного телемоста. За него отвечала вот эта машина, напичканная техникой. Посредством спутника жители могли рассказать о своих проблемах заместителю полпреда президента ФЦФО Мурату Зязикову. Важно и престижно, наверное, для района, потому что власти знают наши просьбы, проблемы, которые есть в районе. Ну и вот захотели помочь нам в этом отношении. Это не значит, что нам не доверяют, а просто-напросто стабилизирует наши действия на решение этих вопросов. Круг проблемных вопросов в районе сужается, уверяет Романов. Новоселье, к примеру, здесь празднуют чаще, чем соседи. У нас очень хорошо идет переселение из ветхого жилья. Мы уже переселили 50 семей. Помимо видеоконференции с Урицким районом, в региональный приемный президента Мурат Зязиков с жителями области пообщался лично. Это, кстати, его не первый опыт работы в нашем регионе. Минувшим летом заместителем полпреда выходили на связь жители Залегощинского и Глазуновского районов. В основном вопросы касались социальной сферы. Таковые преобладали и сегодня. Сегодня 7 вопросов было, причем с разных районов области. Они практически, я думаю, что будут решены. Все обратившиеся должны быть уверены, разговорами дело не ограничится. Контроль за исполнением будет неукоснительным, подчеркнул Александр Козлов во время встречи с Муратом Зязиковым. Все вопросы решаемы. Да. Единственное, надо их заставить, этих глав, чтобы они побыстрее это сделали. Да. Они хотят подольше растянуть. Ну, там, я думаю, подольше не получится, потому что вы, я знаю, будете контролировать. Ну, конечно. Обсудив вопросы социально-экономического развития региона, собеседники переключились на олимпийскую тему. «Орел» к ней имеет непосредственное отношение. Людмила Удовкина у нас. Тоже. Пока не выступала, бобслейская. Ну, сборная, это очень важно. Разгоняющая. Она была у меня. На олимпийский счет Александр Козлов и Мурат Зязиков были единодушны. То, что Олимпиада проводится в России, они уже назвали победой.